Водитель КАМАЗа, который едет со стороны сельского поселения Барсуки, ждет своей очереди, чтобы уступить место машинам, проезжающим по федеральной трассе. Именно такой маневр вчера должен был совершить водитель КАМАЗа, который попал в аварию. Не захотел уступить дорогу. В результате ДТП на федеральной трассе. Один человек серьезно пострадал. До главных врачей доведено именно вопрос выписки лекарственных средств, правильности выписки данных рецептов. Доступность медикаментов льготной категории граждан обсудили в Минздраве Ингушетии. Реконструкции участка автодороги по улице Столичная в Назране с нетерпением ждали не только местные жители, но и все автолюбители, которым ежедневно приходится проезжать по одной из главных транспортных артерий города. Утрамбовали, закатали. В центре Назрани ремонтируют участок дороги протяженностью 850 метров. Детей займут, мамочек разгрузят. В Насыр-Корте строят новый детский сад на 220 дошколят. В армию лучше идти с правами. Во-первых, ты получаешь большой опыт, тем более военный опыт вождения. Это очень ценится. Армия любит подготовленных. ДСАФ этому поспособствует. Водительские права пригодятся на службе. Добрый вечер, это новости 24. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в Москве принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО Александре Матовникове. В центре обсуждения стояли вопросы доступности дошкольного и общего образования, а также меры по снижению безработицы. На протяжении многих лет в СКФО наблюдается высокий прирост населения, и потребность в создании новых мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях постоянно сохраняется. В 2019 году в СКФО запланировано строительство 30 объектов. Построят 89 объектов дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет, что позволит создать 9 тысяч мест до конца года. Еще 170 объектов планируется построить в рамках мероприятий по созданию в субъектах округа мест для детей от 1,5 до 3 лет. В свою очередь, глава региона отметил, среди мер, проводимых в республике по снижению уровня безработицы и содействию занятости населения, является реализация ряда социальных программ. В этом году по итогам этого года мы создали где-то почти 5 тысяч рабочих мест, и почти 4 тысячи это будет, опять же, бюджет. Но при этом мы в этом году достигаем хороших результатов по производственным, то, что по инвестиционным проектам. Здесь огромное спасибо, в том числе и Министерству финансов Кавказа, и Институтом развития Северного Кавказа, потому что мы только благодаря 4 проектам в прошлом году и в этом году создали довольно хорошее количество рабочих мест производства. Здесь я что хотел бы сказать. Огромное спасибо Министерству труда, Федеральной службе занятости за то, что реально помогают. Но, по крайней мере, сегодня, благодаря этой поддержке, мы не позволяем расти безработице. Мы хотя бы там уже на уровне держим и уже получается снижать. Я вот только что письмо передал, я уже не первый раз об этом говорю. Сегодня Ингушетия из 52% в 2008 году мы сошли уже на 26%. Но мы не можем самостоятельно выполнить эту задачу. Прошу это просто учить и выйти предложение на правительство, что это можно было отдельную программу делать по снижению безработицы. Тут есть ряд вопросов. Я сейчас напомню про комиссию, прошедшую в прошлом, где официальное правительство была поставлена задача именно по трудоустройству наших выпускников СУЗов, специалистов, в крупные госкомпании по всей стране. Мы в состоянии поставлять рабочих сил в том числе. Определить ряд госкомпаний, которые строят. Я не совсем соглашусь, что мы только привыкли к агропромышленному сектору. У нас есть ребята, желающие работать в других секторах. Поэтому я просил бы это учитывать. И задачи, конечно, будем выполнять. К классическим проблемам на Руси можно смело добавить вечно спешащих автолюбителей, причем юг России в этом плане впереди. И статистика дорожно-транспортных происшествий тому подтверждение. Так, вчера на ФАТ-Кавказ произошла авария, столкнулись Nissan Tiana и КАМАЗ. В результате серьезно пострадал один человек. Ирина Цычуева расскажет об этом подробно.
Взгляды с места аварии. Пятна крови на лобовом стекле Nissan Tiana. Автомобиль превратился в груду железа. Трудно поверить, что из этой машины кто-то вообще вышел живым. Водитель КАМАЗа, который едет со стороны сельского поселения Барсуки, ждет своей очереди, чтобы уступить место машинам, проезжающим по федеральной трассе. Именно такой маневр вчера должен был совершить водитель КАМАЗа, который попал в аварию. Он, несмотря на наличие указательного знака «Уступи дорогу», нарушив правила, выехал на главную трассу. Ехавший навстречу водитель Ниссана не успел притормозить. В результате столкнулся с КАМАЗом с травмами различной степени тяжести. Водитель Тианы доставлен в республиканскую клиническую больницу. Данная трасса, федеральная трасса, является у нас главной. И люди, выезжая со второстепенной дороги, должны уступать потоку, который движется по главной дороге. По данному факту мы проводим проверку. После проведения проверки будет устанавливаться степень тяжести пострадавшего. После установления будет, само собой, и штраф за нарушение, и последствия. К тому же КАМАЗ двигался с прицепом, что только усугубляет возможность обгона или выезда на встречную полосу. 13 июня произошла еще одна страшная авария, которая унесла жизни 3 человек. И еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Вот до сих пор остались следы от грузовика. Водитель автомобиля ВАЗ-21093, управляя автомобилем, двигаясь со стороны города Сунжи в сторону города Карбулак, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2170 под управлением Дудаева и совершил столкновение с автомашиной, двигавшейся на встречном направлении с грузовым автомобилем Шамси под управлением Ахильгова. Согласно статистике Управления госавтоинспекции, причинами аварий часто становится превышение скорости, выезд на встречную полосу. С начала этого года в Ингушетии совершено 63 дорожно-транспортных происшествий, В результате которых погибло в настоящее время 23 человека, аналогичный период 24. Ранено у нас 102, аналогичный период 192. Идет тенденция снижения, но, к сожалению, снижение у нас небольшое из-за того, что в последнее время погибших у нас участились. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров после серии аварий провел совещание и поручил всем ответственным структурам обратить особое внимание на эту ситуацию. В республике нужно усилить контроль на аварийно опасных участках. Серьезно разборы проводить, каждой аварии разбор. Это надо случаи показывать и именно рассказывать. Эти случаи, как мы говорим, там наезд на пешехода раз, да, столкновение, там, которое происходит 2, выход на встречную полосу 3. Выбирать. И опять же там показывать именно места, где надо быть наиболее осторожным. Сложившаяся ситуация обеспокоенные общественники. На всех встречах они призывают соблюдать правила дорожного движения. Говорят об этом и в мечетях, и на сходах граждан. Я хочу последний шиншара о масханду чуждадион советы по общественники ваша малкитиш метидион مسؤول министерство ведомство масначак деден тодио на хацаду камелож дед отахлачи дош хали хал негатор тоцудой даддоч даден тахандиона хансел бурукол хан авари стеана я машин лозуя больницы воздал дез маршал олцен дион кодеди халха коса гуж дион троицкий авари халар дал баха бизамети да лельцар едион ве замиг республика замиг кама до хатырж дер дион тахан ве массорик арсавен цантепар ве данисудой нисудоч дион чо даден. К сожалению, многие не понимают, что, превышая скорость или выезжая на встречную полосу, они могут оставить кого-то без семьи, а себя лишить жизни. Едва ли адреналин стоит таких жертв. Лина Цычоева, Адам Далаков. Новости 24. Подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным вышла на финишную прямую. Уже в ближайший четверг президент ответит на вопросы россиян. Способов обратиться к Владимиру Путину много. Звонки, СМС, ММС, мобильное приложение, специальный сайт. Все работает без перерыва. Сколько обращений уже поступило, расскажет Светлана Томова. Здравствуйте. Вы позвонили в редакцию программы «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Ваш звонок бесплатный. Оператор Наталья. Подскажите, пожалуйста, вашу фамилию, имя и отчество. Более 800 тысяч вопросов, пожеланий и просьб поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным за 2 дня до ее начала, сообщается со ссылкой на данные колл-центров. Первыми о наболевшем узнают операторы центра приема обращений. У них в эти дни по-настоящему горячая пора. Хочется при необходимости каждому помочь, то есть сформулировать вопрос, да, перебороть какое-то волнение. Я инвалид МВД с 92 года. Травму получил при исполнении служебных обязанностей. Пенсия минимальная у меня. Соответственно, снимать жилье, либо приобретать его самостоятельно я не могу.
Эти годы как-то я крутился, обстоятельства у меня сложились так, что я в этом году оказался совсем без жилья. Согласно приведенным данным, к прямой линии с президентом по состоянию на 18 июня более 480 тысяч обращений поступило по телефону, более 230 тысяч были отправлены по СМС и ММС, еще 34 тысяч поступило через сайт. Кроме того, свыше 40 тысяч обращений были отправлены через мобильное приложение, 30 с лишним тысяч опубликованы в соцсетях. Много лет мы просили построить нам новую школу. И в этом году, в начале года, нас услышали, сказали, что новая школа будет. Проект готов, деньги выделены. Сейчас нам говорят, что мы стали филиалом сельской школы деревни Горловка, что наши дети будут ездить на 12 автобусах туда и обратно. Забирают их детей на целый день из семьи. Спасите нашу школу. Постройте нам ее здесь, в черте города, в шаговой доступности. Владимир Владимирович, здравствуйте. Желтиков Владимир, Краснодар. Десятки, сотни мусорных площадок погрязли буквально в разлагающихся отходах. По той причине, что мусор тот, который скапливается возле контейнеров, никто не вывозит. Касательно содержания наболевших вопросов, направленных главе государства, они в основном на все те же темы, что и в прошлые годы. Вопросы пенсии, заработной платы. Часто обращаются люди, у которых нет газа, нет воды, они живут почти в разрушившихся домах. Бывает, что такие моменты прям до слез. Жители Ингушетии ежегодно смотрят прямую линию с главой государства. Они отмечают высокую активность граждан России и, если представится возможность, намерены задать свой вопрос. Россия страна огромная, естественно, и вопросов очень много. И мало того, что эти вопросы, они интересные, еще интереснее бывает, насколько они потом осуществляются. Поэтому очень важно. Это очень хорошая передача, важная, там поднимается не только, я думаю, что не только будет о политике, может быть, даже о политике вообще речь не будет идти. Речь, скорее всего, будет идти об социально-экономическом положении и в России, и населения. Я думаю, такие вопросы, а эти вопросы многих интересуют. Это нужная передача, интересная передача. Я, конечно, однажды попытался дозвониться. Ну, понятно, что это большая нагрузка на сети. Не смог я дозвониться. Но если в этот раз получится, я тоже попытаюсь дозвониться. Конечно, у меня тоже есть вопрос, связанный с развитием технологий средств массовой информации. Прямая линия, интересно. Вопрос, жилье, образование, вопрос, медицина, что интересно есть вопрос. С вашего Юлин вопрос газ. Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva.putinu.rf или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложения «Москва Путину» и «Одноклассники Лайв». Это приложение «Москва Путину». Здесь есть возможность смотреть прямой эфир, потом задать во время прямого эфира, попытаться свой вопрос, отправить текстовое сообщение, минутный видеоролик снять или загрузить. И также совершить видеозвонок сюда, в, соответственно, Центр прямой обработки сообщений. Вот сейчас мы в прямом эфире его совершаем. Вот с нами сейчас на связь вышел оператор, соответственно, вот так это и работает. Ни одно обращение не останется без внимания. Все тщательно обрабатывается и систематизируется. Все желающие могут задать вопрос по номерам, которые вы видите на своих экранах. Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12 часов по московскому времени в эфире федеральных телеканалов и Радио России. Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Светлана Томова, Новости 24. Совещание по вопросам нехватки лекарственного обеспечения и мерах повышения эффективности в этой сфере обсудили в Министерстве здравоохранения Республики. В совещании приняли участие исполняющие обязанности министра здравоохранения, руководители Росздравнадзора, Роспотребнадзора, главные врачи медицинских организаций Республики, отвечающие за лекарственное обеспечение. Обсуждались проблемы доступности медикаментов льготной категории граждан. В ходе совещания собравшиеся провели детальный анализ всех аспектов, которые привели к данной ситуации, и пути выхода из сложившейся
сложившейся, опять же, проблемы. Так, участники отметили, что основная причина – это нехватка финансов и проблема организационного характера. В сравнении с прошлым годом за первое полугодие количество именно обращений граждан по льготному лекарственному обеспечению выросло почти в 2 раза, где-то на 72% в среднем. Мы должны здесь на месте удовлетворить эти жалобы, мы должны найти тот путь решения, и до главных врачей доведено именно вопрос выписки лекарственных средств, правильности выписки данных рецептов, как необходимо эти рецепты выписывать, по каким торговым наименованиям можно выписывать лекарственные препараты, по каким нельзя. Все решения, которые приняты на нашем совещании, они дальше будут претворены в жизнь, они будут, их последствия будут в виде обращений в различные структуры. Конечно, мы будем обращаться и в Министерство здравоохранения Российской Федерации, и в Росздравнадзор. Мы будем просить помощь в решении, мы будем обращаться и в правительство нашей республики с просьбой о перераспределении бюджетных средств. Ну и, конечно же, работа самих лечебных учреждений, которая может способствовать улучшению работы в этом направлении, также имеет значение. В ближайшие 6 лет на дорожное строительство в России будет потрачено почти 1,5 триллиона рублей. По нацпроекту не просто заменят дорожное полотно, поменяется как сама дорожная сеть, так и принцип ее организации, чтобы и пробок стало меньше, и аварийно опасных участков. Нацпроект на примере артерии регионального значения. Строительные работы идут сейчас на участке дороги в центре Назрани. Рабочие проложили подземные коммуникации, уложили часть асфальтового покрытия и заменили бордюрный камень. О преобразованиях расскажет Михаил Тангеев. Реконструкции участка автодороги по улице Столичная в Назрани с нетерпением ждали не только местные жители, но и все автолюбители, которым ежедневно приходится проезжать по одной из главных транспортных артерий города. Все изменилось, когда дорога попала под нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на этом участке задействовано 5 единиц техники и более 40 рабочих, каждый из которых хорошо знает свое дело. Руслан Гиреев, к примеру, выравнивает асфальт. Своей профессией рабочий гордится. Он знает, что его дело принесет реальную пользу людям. Сейчас он вместе с коллегами по работе трудится над укреплением обочин и отводом воды. Условия хорошие, во-первых. Зарплата вовремя, все нормально. Но работа тяжелая. Тем более летом, теплый асфальт. А так наша обязанность, вот, укладка асфальта, чистка, например, дороги. Общая протяженность участка составляет 850 метров. Несмотря на зной, здесь над ремонтом бьются ежедневно, чтобы уложиться в срок. Уже проделан огромный фронт работы по расширению проезжей части. Строителями был разработан грунт, который после утрамбовки закатали асфальтом, и за счет этого дорога разрослась вширь. При обновлении дорожного полотна применялись только лучшие материалы, чтобы о проблемах данного участка можно было не вспоминать еще долгие годы. На данный момент у нас проведены работы по укладке выравнивающего слоя. И верхним слоем мы как бы прошли уже пол участка дороги. Мы как бы делаем отвод воды с дороги, чтобы на дорогах не застаивалась вода у нас. И как бы к жителям она не утекала. Мы ее отводим. Дальше у нас там есть канализационный коллектор, мы ее туда сбрасываем, всю воду. Ежедневно по дороге, примыкающей к федеральной автотрассе, Кавказ проезжает сотни грузовых и легковых машин. Здесь всего 2 полосы, без разделительного барьера и освещения в темное время суток. В связи с этим при строительстве автодороги учитывается множество аспектов. Проект предусматривает перевод дорожного покрытия в 3-ю техническую категорию и увеличение ширины полотна с 10 до 12 метров с учетом всех параметров поперечных и продольных профилей. Здесь осталось сделать обочины, тротуары 350 метров, бордюр здесь 700 метров. И в основном тут уже 300 метров участка после бордюров. Вот на первое начало 300 метров. После установки бордюра продолжится. Каждый день на месте технадзор, который все контролирует. И все идет в рамках действующего законодательства и согласно проекту. Всего в рамках нацпроекта планируется реконструировать и модернизировать свыше 90 километров автомобильного полотна, благодаря чему статистика дорожных происшествий должна минимизироваться. Больше всего новой дороги рады автолюбители, ведь этот участок один из самых оживленных в городе.
Я муляк ждал муштер биханс аштакат дик нак шефелиш дик мнаха ат остановка же нак ждят полосы жай вакан бят вакан. Я схот сбят часа бах шария сдаг дига ча масина шо. Нет, ча дик то обежлат, дик холужлат. Ну цац больше водитель ча правил дорожного движения соблюдать датцы. Халил хиш, делил хиш, харцалил мар, конечно, ча дехрдар по правилам давал баларыш, боколы. Современные технологии, профессиональные кадры и спецтехника – это только начало масштабной реконструкции дорог по всей республике. Только в одном Назране расположено почти 8 километров автодорог регионального значения, и многие из них нуждаются в полном либо в частичном ремонте. По поручению главы республики Юнусбека Евкурова, администрация города проводит ежедневный мониторинг работ. В этом году по территории города Назрань охвачены улицы Асканова, Горданова. Это внутренние дороги регионального значения, начиная от участка Плиева и заканчивая до фабричного рынка. На сегодняшний день у нас взаимопонимание есть с генподрядчиком и заказчиком. И все наши требования здесь исполняются. Причем исполняется качество и без отговорок, и тут же на месте. В 2020 году будет запущен проект по реконструкции автодорог муниципального значения. А ждать завершения строительных работ по улице Столичная осталось недолго. Уже через неделю автолюбители смогут смело протестировать обновленный участок. Но смело не значит быстро. Поэтому о правилах дорожного движения забывать никак нельзя. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. За 10 лет в Ингушетии построено порядка 40 детских садов, а всего в регионе функционирует 72 дошкольных учреждения. Это современные оборудованные заведения, где воспитанники получают все необходимые навыки коммуникации и образования. Дети устроены, мамы свободны для собственной реализации. Вот и в Насыркорте открытие детсада на 220 мест ждут с нетерпением. О реализации нацпроекта образования расскажет Жаридат Халухоева. Рабочая атмосфера и шум строительной техники – весь этот труд для беззаботного будущего здешних воспитанников. Новость о возведении детского сада жители Насыркорта ждали очень давно. Теперь дошкольное учреждение здесь можно будет ходить вблизи дома. И что самое главное, без очередей. Этим изменениям не может нарадоваться Аза Цычоева. У женщины 5 детей, 3 из которых дошколята. У меня годовалая девочка, потом 3-летний и 5-летний ребенок. Садик они сейчас Да, ходят? они ходят в частный садик, честно говоря, это очень накладно. Но надеемся, откроется новый наш садик. Конечно, там мы планируем отдать ребенка, и детские сады, конечно, нам очень необходимы. Хотела бы поблагодарить организаторов за такую идею. И я думаю, у нас будет сады, конечно, пополнятся детскими рядами. Тратиться на частный садик Азе не придется. Для этого подрядчик обещает приложить все средства и силы, чтобы объект ввели к концу этого года. Здесь полным ходом идет заливка фундамента будущего здания. Строится оно с соблюдением всех форм и правил. Его основная конструкция – бетон и арматура. Площадь перемен более 1 гектара. Примерно столько же рабочим предстоит благоустроить. 1500 квадратных метров будут осваивать поэтапно. За ходом строительства следят самые справедливые критики – местные жители. школу и садик я хамали ешь мдиеш вентилизи поколен хайва поколен ешь что ешь хамали خلص ديك بعد بقى نقطات. Обучаться в детсаде будут малыши от 1 года до 3 лет. Всего 12 групп на 220 малышей, для всестороннего развития которых здесь предусмотрят все необходимое. Просторные подвальные помещения, пищеблоки, игровые, комнаты отдыха для детей и многое другое. Новый детский сад гарантирует местной ребятне развитие в суперсовременных и комфортных условиях. مثل بمشي يوقف علامتها اتجرك سجوا خالص خمسة أجواء سجارية ديك هو دقيق ديك صوت دقيق يطلع اشتغل بيرشته
Двухэтажное здание строится в рамках федеральной целевой программы. Все это часть национального проекта образования, который направлен на ликвидацию очередей в дошкольные учреждения. Лифт, актовые, спортивные залы, душевые, гардеробная, столовая, словом, все необходимые условия, оценить которые жители смогут в конце этого года. В последующем к нему прибавится новый стадион и стационарное медицинское учреждение. Жардат Хулхоева, Адам Гулуев, Рахман Суров. Новости 24. Высокая мобильность войск – одна из основных черт современной армии. Обеспечивается она наличием большого количества различной техники – автомобили, танки, бронетранспортеры, подводные, надводные корабли и далее по списку. Вот здесь и пригодятся водительские навыки. Их можно получить в ДСААФ. Какими преимуществами перед другими призывниками это учреждение наделяет своих курсантов, расскажет Идрис Ижиев. Вас будут готовить для армии, вооруженных сил, быть водителями. Подготовка к службе в рядах российской армии начинается здесь. ДСААФ и Кажева, помимо обучения вождению, помогает молодежи подготовиться к армии. Главная задача старшего поколения – донести до новичков преимущества призывника с водительским удостоверением перед остальными новобранцами. Роман Воцман несколько лет назад сам был призывником, и тогда он не придал большого значения получению водительских прав. В армию лучше идти с правами. Во-первых, ты получаешь большой опыт. Тем более военный опыт вождения. Это очень ценится потом на гражданке. Видя то, что есть преимущество у военнослужащих, у которых есть категория прав, то у них служба идет совсем по-другому. И я решил тоже отучиться и получить категорию С. Служить Родине – долг каждого. А чтобы служба проходила легче, ДСААФ обучает призывникам вождения больших грузов совершенно бесплатно. Именно С-категория позволяет управлять грузовиками, военными бронетранспортерами и даже танками. Как говорят сами военные, хороший водитель на вес золота. Когда человек уже отучился и идет на данную специальность, то там в воинской части есть много техники, различной техники, и где нуждаются сегодня именно в такой категории. Поэтому данному парню будет легче служить, он будет за этой техникой следить в течение года, смотреть за ней. То есть помимо вот этих всяких нарядов, большой плюс в том, что в течение года он получает стажировку, которая пригодится ему на гражданке. Быстрое вождение и несоблюдение правил дорожного движения – главные проблемы на дорогах в Ингушетии. И тут преподаватель должен подготовить новичка ко всем будущим опасностям на трассе. Поэтому большая часть времени уделяется теоретической части. Главный совет учителя – на дороге надо вести себя уважительно. Как нас учат в детстве? Старшему уступи дорогу. Делай, что говорит тебе старший, будь исполнительным. А когда на дороге он едет на встречную полосу, держит у уха телефон, это о чем говорит? Что он учился или не учился, или о его воспитании? Правил дорожного движения. Сегодня на обучение заявлено 25 человек. 3,5 месяца курсантов будут обучать вождению, а уже в начале октября им предстоит служба в рядах российской армии. Каждый из пришедших знает, чего он хочет, и настроен серьезно на обучение в автошколе и прохождению военной службы. Подготовка ждет, пока остану природы дали категорию БЦ, хаилги уже, где в дальнейшем армию уже sabuk ile arkadaşlar تقنعت ليلوجي كجوين خام ديجي خاصن بوجلات كانكش أوريجش تقودو جين каждой дал эндли. Именно здесь учат молодых призывников управления такой большой техникой. Ведь если ты обучен вождению больших грузов, то и с остальными автомобилями проблем не будет. Идрис Ижиев, Султан Булгучев, Новости 24. В школу как на праздник. Именно с таким настроением каждое утро ребята бегут в лагерь дневного пребывания «Солнышко». Он открыт на базе СОШ номер 15 в Назране. День здесь расписан поминутно. План мероприятий продуман таким образом, чтобы отдыхающим не было скучно. Макка Дударова расскажет. Так
Красочно проходит каждый день в пришкольном лагере «Солнышко». Новый день, новая игра. На этот раз подготовили мероприятие под названием «День сказок». Отдыхающие в роли героев разных сказок. Параллельно идет развлекательная программа, где ребята демонстрируют свои способности. Своим выступлением порадовала и будущая гимнастка Амира Албакова. Мы сегодня играем в танец «Хорошее настроение». Я там колесо, шпагат делаю. Танцую. Учебный год закончился, но дети покидать альма-матер не торопятся. Школьный лагерь посещают с удовольствием. Развивающие игры, конкурсы. Все для того, чтобы дети были счастливы, набирались новых сил перед новым учебным годом. Лиза Албакова окончила 2 класс в этой школе. Учиться она любит так, что даже во время каникул готова получать знания. Ходит в лагерь с первого дня открытия. Каждый ее день проходит насыщенно. Мне очень нравится лагерь. Когда мы репетируем, мы всегда идем в столовую. Мы там всегда кушаем очень вкусную еду. Мы всегда идем гулять на площадку. Мне очень нравится лагерь. Утро детей начинается с зарядки. День не обходится без сытного и вкусного перерыва. Завтрак, обед и полдник. Все то, что просит растущий организм. Меню составляется по желанию детей и меняется каждый день. А затем, чем кормит ребят, строго следит врач Тамара Надточая. Дело в том, что мы прислушиваемся к деточкам, как они себя чувствуют и что им, в какой день они себя чувствуют хорошо. Мы знаем, что им преподнести этим деточкам. Но у нас нет таких детей, которые отказались бы от обеда. Нет таких детей. Любят вкусно поесть первое, второе. Едят с удовольствием. Еще и добавку просят. Я очень довольна работой нашего лагеря. Довольна тем, как работают мои воспитатели. Довольна тем, как дети проводят свой отдых здесь. Как они проводят это время свое. Насколько грамотно и насколько с пользой для дела разработана программа их воспитательная. Все у них проходит экспромтом. В пришкольном лагере отдыхает 6 групп по 25 детей. Всего 163 ребенка. На каждую группу по 2 воспитателя. Они устраивают детям различные игры, конкурсы. За план детских мероприятий ответственный начальник лагеря Мадина Зангиева. Вот у нас запланировано очень много мероприятий. У нас разные направления. Основное направление – это спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное. И вот в этих направлениях мы работаем. Лагерь посещают дети с 7 до 11 лет. Практически весь июнь родители могут не волноваться за свое чадо. Полный спектр самых положительных эмоций им обеспечен. Мака Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.